Впервые о применении химического оружия в Сирии стали серьезно говорить после августа 2013 года. Тогда сирийская правительственная армия применила вещество зарин против населения района Восточная Гута. Зарин – это запрещенное Международной конвенцией о химическом оружии вещество, оно обладает нервно-паралитическим действием. В Восточной Гуте тогда погибло по меньшей мере 1000 человек. Об этом свидетельствуют сами представители ООН, которые занимались расследованием этого инцидента, и наблюдатели на местах. Мне удалось поговорить с одним из докторов, который работал в Восточной Гуте в это время. Он сказал, что вначале люди не понимали, что произошло. Поступали с признаками удушья, не могли говорить и практически сразу же умирали. Оказывать помощь им практически было нечем. Были маски с кислородом, но и то их не хватало. Мне запомнилась фраза из нашего разговора, когда он сказал, что ему приходилось принимать решение, кто будет жить, а у кого уже шансов нет, и тогда таким людям не оказывалась никакая помощь. Говорил он со слезами на глазах, рассказывал о том, что поступали дети, которые умирали практически сразу на его глазах. Дальнейшие случаи применения химического оружия, именно после этого инцидента международным переговорщикам по сирийскому конфликту удалось уговорить правительство Асада уничтожить химическое оружие. Зарин практически больше не применялся, но зато стал применяться активно хлор. Именно последние инциденты применения хлора и расследовали эксперты ООН. Это атаки на населенный пункт Тель-Эрмес и город Сармин. Хлор, я разговаривала с генералом Закиром Ахсакитом, который заведовал химической программой правительства Асада и который сбежал из Сирии в 2013 году. Он сказал, что хлор применялся против демонстрантов практически с самого начала революции в Сирии в 2011 году и дальше уже во время гражданской войны, что арсеналы хлора очень большие. И он называл населенные пункты, где еще не были международные наблюдатели, именно потому, что туда невозможно добраться из-за боевых действий. Кто использует хлор? В основном это сирийская армия правительственная. Есть случаи свидетельства о том, что хлор использовался также и так называемым исламским государством, и в некоторых случаях сирийской оппозиции. Хотя и так называемое исламское государство, и сирийская оппозиция в основном используют горчичный газ и иприт.